вообще разные голоса. Я Турпола знаю очень хорошо. Большая разница. В это невозможно поверить. Мне нравится голос Турпола. Это была простая шутка, которую мы придумали с Богатаевой Мадиной, и о которой я до сих пор жалею, что мы это сделали. Но жалеть уже поздно. Участники проекта только начинают свой творческий путь. Ну и как об артистах со стажем, о них тоже ходят слухи. А это, как известно, неотъемлемая часть их профессии. Вот, например, Турполу Магомадову, одному из самых позитивных участников проекта, приписали песню, к которой он не имеет никакого отношения. А начиналось все так. Ну, Мадина чисто по-братски закинула мою фотку в Инстаграм и подписала, что вот вы все хотели увидеть того парня, который поет песню Мадина. Вот он, Магомадов Турпал, мой друг, мой брат, там, то все. Изначально, если честно, Турпал вообще не в курсе был всего. Я сначала закинула, ну я не знаю, почему мне пришла в голову такая мысль. Ну, у меня шутки такие, мои подписчики знают мои шутки. Я как-то закинула его фотку, я знала, что была такая интрига вокруг этой песни. Даже наши филармонийские работники, артисты, солисты не знали, кто поет. И мне было интересно, я знала, что людям тоже интересно. Я закинула фотку Турпола. Изначально я хотела набрать подписчиков Турпола. Ну, не знаю, пришла мне в голову такая мысль. И закинула я фотографию и подписала, что Турпал, вот вам было интересно увидеть, кто поет эту песню. Так вот, песню поет Турпал Магомадов. И началось. Ну, естественно, подписчики тоже набрались. И интрига пошла. Оказывается, не столько, у меня там в комментариях писали про это, сколько Турпола лично уже начали доставать. Это было на второй день в колледже, когда я проходил мимо двух парней с нашего колледжа, я случайно услышал их разговор. Там один сказал своему приятелю, что вот исполнитель песни Мадина. Я сразу подумал, я когда их услышал, сразу подумал, вот, все, конец моей репутации, все, я пойду убьюсь. Вот, подходят ко мне, спрашивают, ты поешь песню Мадина? И объясняю им, что нет, не я, это была простая шутка. Вот, объяснил, они все поняли. И я подумал, что на этом будет все, там прошло, все, никто не будет больше спрашивать. Но тут все пошло-поехало, и началось это с этих двух парней. Мне стали писать в Инстаграме, в ВК, в WhatsApp, и были случаи даже, что мне звонили на телефон. Ну, молодежи настолько понравилась эта песня, что просто они хотели, наверное, узнать исполнителя этой песни. Был такой случай, смешно вспоминать. Один парень звонит мне на мой телефон, говорит, чтобы я спел песню его девушке. Сказал, что хорошо заплатит, но это был хороший вариант, чтобы заработать, но пользоваться чужим это не мое. Ну, во-первых, мне ребята говорили, а во-вторых, это потом Турпал мне сам сказал. Я говорю, Турпал, ну, про всех певцов так говорят, так что не обращай внимания. Но Мадина – это не его стиль, во-первых, не для его голоса эта песня, понимаете? Она такая песня простенькая, обыденная. Ну, про девушку Мадину. Ну, знаете, я думаю, что не надо обращать внимание, потому что зачем вызывать себя на эмоции? Ну, говорят и говорят. Он должен доказывать своим делом, своим мастерством, своим голосом, доказывать и показывать свои лучшие, самые красивые, самые хитовые для него песни. То есть для его голоса, для его диапазона. Потому что у него совершенно другой голос. У него баритон. А там, по-моему, как я понимаю, поет тенор. Ну, я не слухала. Ну, то, что как они мне извлекали эту песню и пели. Я считаю, что не надо обращать внимание. Если бесконечно обращать внимание, просто здоровья не хватит. А так, пускай говорят. А значит, я так думаю, это хорошо, когда говорят. Когда не говорят, это плохо. Ну, мне только незнакомые люди писали,
знающий меня человек сразу поймет, что это не мой голос, вообще не похоже. Но я думаю, что человек, который мне писал все это, спрашивал, им просто интересно, я ли пою эту песню. Даже бывают случаи, когда мне кто-то что-нибудь пишет, это же все равно раздражает, я сразу кидаю их в черный список. Все эти нескончаемые смс-ки, звонки, это все уже со временем начинает раздражать. Ну, безразлично мне не было пользоваться чужим трудом, чужой популярностью. Это все равно нехорошо. Мне бы тоже не понравилось, если бы мою песню приписали бы к другому человеку. Ну, наверное, исполнитель этой песни сейчас смотрит на меня и злится. Тайные поклонники молодого артиста успокаиваться не хотят. Вот и во время съемок нашей программы телефон Турпола почти не замолкал. Люди разделились 50 на 50%, что есть и положительные отзывы тоже об этой песне. Любители же есть тоже на такую музыку. И как бы, не, виноваты, почему? Мы как-то с юмором к этому подошли. Вроде неплохо получилось. Но мы как-то потом признались, что это была шутка, всем сказали, что... Ну, все поняли. Против песни и исполнителя я ничего не имею, но я просто привык исполнять более сложные там композиции, а эта песня легкая. Он молодой, поэтому этому неприятно. А я обрадовалась, если так говорили бы. Да пускай говорят. А я ей о чем говорю? Что ты своим трудом докажи, своим пением, своим голосом докажи, своим трудом, еще раз повторяю, доказывай. Надо доказывать, трудиться, 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 чтобы выйти, так сказать, понимаете, показать себя, что ты смог за это время, что ты можешь показать людям. Надо трудиться больше, понимаете? Потому что Турполу сколько лет, простите? 16 лет мальчишке. Он только начал, но он придет, у него есть потенциал, у него есть все к этому. Фактура, внешние данные, голос, слух. Это очень важно для певца. Понимаете, все в комплексе у него. Ему только 16 лет, понимаете? Ребята с проекта начали смеяться, когда я им сказал, подшучивать надо мной. Вот Хеда у нас любитель посмеяться особенно, она любит посмеяться на эту тему. Вот сейчас я дам интервью, пойду к ним, тогда все уже начнется, там они будут смеяться. Конечно, я поняла, что это не он ее поет. Просто я люблю над ним подшучивать, вот. И я тоже сказала всем, что он ее поет, вот так вот. Но на самом деле его фотку закинула одна Мадина, наша ведущая, в Инстаграм закинула фотку и написала там надпись, типа, это Турпол, он не ее поет. И все ее подписчики, короче, поверили там. Но, тем не менее, мы с Турполом очень хорошие друзья, и я могу сказать, даже нам некоторые завидуют нашей дружбе с Турполом. Ярко светит луна, никому не понять, почему ты одна. Видно, наша судьба нас с тобою свела. Так как мы учимся с Турполом вместе и почти всегда бываем вместе в колледже, ко мне подходят студенты, еще некоторые ребята, спрашивают, правда ли, что эту песню поет Турпол. Но я прекрасно знаю, что эту песню не он поет. Да, если честно, мне больше нравится, как исполнитель поет эту песню, не в обиду Турполу. Это было чисто случайно. Ко мне подходит моя подруга и спрашивает меня, правда ли, что Турпол поет песню Мадина. Я была в шоке от этих слов, потому что я не была в курсе шутки, которую затеял Турпол с Мадиной. Но я даже не удивлюсь, если эту песню будет петь Турпол, потому что он у нас любитель пошутить с богатой фантазией. Сейчас более-менее все утихло, но я надеюсь, что в скором времени люди забудут об этом. Признаться честно, я иногда ее для себя пою, но нет. Я ее один раз спел, чтобы попробовать, подходит ли она мне. Вот, в основном не сказать, что эта песня очень там
занудное там. Можно послушать. Вот видите, я даже слова этой песни не знаю, а вы приписали мне эту песню. В последнее время 16-летний Турпал стал очень популярным. Слава пришла к нему благодаря разлетевшемуся слуху. Ему пишут, им интересуются. Казалось бы, для начинающего артиста это то, что нужно. Но у нашего героя свое мнение на этот счет. Не могу назвать это популярностью. Популярным я стану только тогда, когда я выйду на сцену, буду петь свои песни. А так, для этого мне придется много-много трудиться, работать. И, конечно, я хочу сказать просто, что я не являюсь исполнителем песни Мадина, и закончить все на этом, поставить точку. Разговоры к делу не пришьешь, как говорится. Артистам нужно доказывать свое мастерство делом, то есть вокалом. И самое главное, творческим людям нужно проявлять терпение в сложных ситуациях и побольше трудиться. Тогда и будет результат. Ну, я люблю особенно петь зарубежные песни, они мне легко даются. А помимо этого, я иногда пою и чеченские, там и русские. I'm alone with you. Can you make a promise? Can you make a promise? Let's forever with you. No, no. We are forever yours. В основном я пою песни на итальянском, испанском, английском, французском, китайском, индийском. Шучу я просто пою песни на испанском, итальянском, чеченском и на русском языках, то есть. Volar, caer, el fondo del dolor, soñar fuerte, imperios de ilusión. Hoy no tengo nada, si no estás, mi corazón se apaga. Isabel, si te vas, tu Dios se enfadará. No dejes que este amor pueda así. Он поет чеченские свои песни, у него получается. Он поет итальянские, он поет французские, ну, всякие песни. Но я считаю, что первый удар и направленность, и на что надо больше внимания обращать, на свои песни, песни своего народа, на свои чеченские песни, потому что он певец Чеченской Республики, он представитель Чеченской Республики. Если он вдруг выйдет куда-то, понимаете, там же будет говорить, что он не с какого-то другого города, а именно с Чеченской Республики. Tengo tu persona, hozivni yılışu, öğlen tabetina, hava yılışu, hasina uramaş, sadega peneşu, sabah tüyelim, işko zahidaşu. Здесь очень много хороших, талантливых ребят, вот, очень много. Я, честно говоря, я просто горжусь ими. С каждым разом я открываю для себя что-то новое.